Сейчас мы включим в ТикТок. Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 13 июля 2026 года, время 18 часов, как вы видите, 1 минута. Хотя на компьютере у меня 2 минуты показывает. Соответственно, в городе Джохаре 19 часов и 2 минуты. Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии, которые могут вас идентифицировать, и не распространяйте ссылку на наш стрим, так как для вас это небезопасно. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии, давайте возобновим наши стримы ежедневные. Постараюсь, по крайней мере. Как-то так. Так, что еще? Что еще мы обычно говорим? Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я хотел бы посвятить теме дискредитации Украины, которым занимается Россия. Я назвал сегодняшний свой стрим «Как создают образ украинского терроризма. Центральный детский мир, Монако и ФСБ». Так называется мой стрим сегодняшний. И давайте пообщаемся на эти темы. Я бы хотел вам напомнить об одном случае. Мои зрители, вы хорошо знаете, что я постоянно говорил о том, что против Украины готовится операция по дискредитации Украины, украинских националистов, украинских патриотов. Чтобы вы понимали, сразу в начале своего стрима я должен нести ясность в это дело. Когда происходят какие-то события, сразу ищется, какие-то преступления, если какое-то совершается, сразу ищут, кому выгодно, у кого был для этого мотив, кто хотел бы это совершить. И если, например, приедет какой-нибудь Петя из Урюпинска, из России, и взорвет какого-нибудь украинского беглого бизнесмена вместе с семьей, то сразу будет понятно, что это сделали русские, пришло из России. Для этого много делается для того, чтобы себя не подставлять, а использовать настоящих украинских патриотов. И это очень важно понимать. Дело в том, что я давно говорю, как я уже сказал, о том, что против Украины ведется мощная работа. Украина с юридической точки зрения, с человеческой точки зрения, с юридической международного права, с человеческой точки зрения абсолютно права в защите своей страны, своего народа, своей земли. Украина за все это время не нарушала правила и обычаи ведения войны, как бы ей не было тяжело, а мы видим, как ей тяжело. Она не нарушала законы, международные правила. Но нужно сделать так, чтобы Россия, которая не имеет вообще никакой репутации и никакого авторитета, нужно сделать так, чтобы Россия не может подняться на уровень Украины, потому что Украина права, она защищается во всех смыслах, она права, и поэтому нужно сделать так, чтобы Украину опустить на уровень России. И в таком случае я, обычный житель, другой какой-нибудь гражданин, он скажет: так они же одинаковые. Эти нарративы мы часто слышим. Так это же славяне одинаковые, жестокие, одинаковые. Помните, Невзоров говорил: украинцы вообще жестокие, туда-сюда, когда давал экзотическому блогеру интервью, он такое сказал. И это такой нарратив. Вот эти все российские блогеры, которых вы видите, Невзоров, Фейгин, кто тут, много их разных, которых и новые появились, и старые. Это все люди, которые замараны, запятнаны чеченской кровью. Именно это возмущает нас, когда вы их принимаете в Украине, когда даете гражданство. Меня лично это возмущает.
Невзорову там, и так далее. И вроде кажется, ну он же правильные вещи говорит, там русских хаит и так далее. Так дело же не в русских, дело в ФСБ, дело в этой империи, которым управляет ФСБ. А сама Россия это колосс на глиняных ногах без этого учреждения. И все это прекрасно понимают. Но дело в том, что в Украине тоже, видимо, есть коллеги, КГБшники, которые не согласны так решать вопрос. И получается следующая ситуация. Для того, чтобы дискредитировать Украину, именно так они поступали с нами. Им нужен человек, который из украинских националистов, из украинских патриотов. И он должен, ну, либо за деньги это сделать, либо просто его обмануть, там какие-то там вещи интересные такие, его завлечь. Там, например, друзья у него там где-то в России в тюрьме сидят арестованные, там родственники там у них в лапах там, и так далее. Но я привожу пример, как это было с нами. Вот захватывается чья-то сестра. Для чеченца женщина это святое. И вот сестру захватывают, сажают ее в изолятор и говорят, иди вон, и либо ее сестре, либо ее брату, либо ее мужу, либо брата мужу, кому-нибудь из родственников, отнеси вон туда сумку. Он идет с этой сумкой, она взрывается вместе с этим человеком. Чеченец, его брат воевал, погиб. Ну, я условно, как пример вам привожу. Таких случаев просто большое количество. Чеченец, брат погиб на войне, сам ярый противник России, взорвался где-то в людном месте или не в людном месте и сам погиб. Ну, что вы подумаете, когда вам это все расскажут? Ну, конечно, террорист пошел мстить за брата, там, за сестру еще. Что у него сестра в тюрьме, никто не знает, нам об этом не говорят. Я вам сейчас покажу одно видео, чтобы вы понимали. Я об этом давно говорю, я очень давно об этом говорю. И Украина, если что-то не сделает, это очень плохо заканчивается. И эта репутация, которая сейчас есть у вас, украинцы, имя, которое вы сделали ценой неимоверных усилий, оно вот так, его можно потерять. И когда вы потеряете, вы тогда поймете, насколько это было важно и ценно. Именно поэтому я сижу здесь и вам об этом рассказываю. Давайте послушаем россиянина Фейгина, Марка Фейгина. Человек, который с оружием в руках вместе с Гиркиным, который поджег фитиль войны против Украины, воевал в Боснии. Сейчас он многомиллионный, да, или 1-2 миллиона подписчиков у него, это блогер, который, ну, правильные вещи говорит так, если послушать. Особенно, когда ты не разбираешься в деталях, в мелочах. Ну, правильные вещи говорит человек. Украинскому слуху приятно, когда там он там сидит, русский, который своих же русских поносит, извиняюсь. И, ну, приятно, да, наверное. Но толку от этого никакого. Потому что не дело в русских. Дело в русском империализме, где главным очагом является банда ФСБ. И вот давайте. Помните, были похищены азовцы. Были похищены азовцы. Вот смотрите. В Еленовке были похищены азовцы. Ну, были пленены азовцы, и в Еленовке их убили. Помните эту историю? Очень жестоким образом. Их сожгли там, что-то из огнемета, может быть, стрельнули в помещение, где они содержались. Это произошло в 22 году, в августе это было. И тогда, ну, это было очень болезненно для украинцев. И еще это так подогревалось, что, ну, украинец какой-нибудь, молодой мужчина, который послушал видео, которое я вам сейчас дам послушать, ну, пошел бы на многие вещи. Молодой человек, 20-25 лет, у которого друга убили или находится там у них в плену, он сделает все, что скажет. Ради спасения своего друга. И вот это его благородный порыв можно использовать на самое гнусное, самое вредное для него самого и для его страны, ради которой он сражается, его друг сражается, погиб или в плену находится.
россиянин Марк Фейгин предлагал брать родственников в заложники, гражданских, чеченцев, проживающих в Украине. Ну, так, если посудить, наверное, украинская молодежь выросла на пропаганде, что чеченцы все террористы, плохие и так далее. И, сейчас у многих это выветрилось, но у многих в голове осталось. Ну, не просто же так говорили, да? Вот когда евреев геноцид сделали, говорят, не просто же так им сделали. То есть женщин, детей, стариков, там, может, какой-то еврей плохой, может, и был. Несомненно, был. Но женщин, детей, стариков сжигать в газовых камерах, давить, душить, это как бы считается, заслужили, значит. Вот и чеченцы заслужили. Вот приблизительно так говорят. Может быть, чеченцы виноваты и так далее. Особенно, когда тебе нужно подвинуть этот принцип, ты найдешь себе оправдание. Ради друга, ради там соратника, кто находится в плену и так далее. Марк Фейгин предлагал брать заложников гражданских лиц, родственников, чеченцев и российских чиновников в Украине для якобы обмена на пленных азовцев. Важно отметить, в марте на странице социальной сети российской пропагандистки Первого канала Ирины Куксенковой была опубликована информация о левой мутной схеме, по которой россияне из окружения Рамзана Кадырова, Исаха Чукаев и заместитель представителя Кадырова в Крыму и Севастополе Мурат Саидов якобы обменяли на украинского волонтера и парамедика Юлию Паевскую, позывной Тайра. Гражданина Украины Адама Мурадовича Гриценко, сын Мурада Саидова, заплатив украинцам для затравки 25 миллионов рублей, после подстрекательства Фейгин к новым захватам заложников, родственников, чеченцев и других высокопоставленных россиян становится очевидным. Террористическая банда ФСБ повторяет практику, широко использованную для дискредитации чеченцев во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия по вынуждению захвата заложников бойцами сопротивления для обмена на своих. При этом щедро внося выкуп. Русская операция по дискредитации украинского сопротивления в глазах Запада, начавшаяся с вероломного убийства украинских военнопленных в Еленовке, пока успешно продолжается. Надеюсь, после этой публикации планы русских террористов Патрушева будут нарушены. Пишу я 3 года назад под этим видео, которое у меня вышло 15 августа 2022 года. С тех пор идет систематическая, неоднократная дискредитация. Я это утверждаю. Я это каждый раз, когда видел, всегда подчеркивал и говорил у себя в стримах. Давайте послушаем, о чем говорит украинская журналистка и Марк Фейгин. Это видео 15 августа 2022 года я выложил у себя на YouTube-канале. И потом неоднократно его еще распространял. Послушаем, давайте. Можете сказать, что это очень важная тема для Украины. Поскольку мы видели нечто подобное уже... Подождите. Давайте сначала. Очень интересно. Важная тема — это Азов. Да. Я бы хотел сказать, что это, по всей видимости, по голосу, потому что картинки нет, они разговаривают, и здесь видео нет. Есть только голос Фейгина и Натальи Мосейчук, если я не ошибаюсь, это она. Давайте послушаем. Последняя информация: Пушилин подтвердил подготовку к трибуналу над бойцами Азова, и что все это будет происходить до конца лета. Что вы на это можете сказать, что это очень важная тема для Украины? Поскольку мы видели нечто подобное, уже осуждений 3 иностранцев к смертной казни, говорят, еще были приговоры. Запугивание идет. Плюс история в Еленовке, где они убили 50 человек. Как они заявляют, 50, может, их и больше. Мы не знаем, то поверить в то, что они могут провести такой публичный... Жути нагоняет Фейгин. Я в такой могу поверить, да. Как я и говорил, что я всегда со скепсисом относился к этой договоренности, она была безвыходной. Это не потому, что были какие-то другие варианты с Азовсталью и ее защитниками. Но я высказываю скепсис относительно доброй воли на обмен и на, так сказать, отправку военнослужащих, комбатантов в обмен на таких же пленных российских, которые есть у Киева. Вот для Путина это не имеет абсолютного значения. А пропагандистский эффект от всего, что они делают, они считают для внутреннего употребления важен.
То есть показать собственным обывателям, собственной партии, как мы ее называем, что вот смотрите, мы осуждаем, вот вы просили, хотя это все против законов, это все против международных правил, против Женевской конвенции. Вообще военнослужащих нельзя осуждать. Знаете, что их просто обменивают, их не обсуждают. Только тех, которые там совершали военные преступления, а мы не видим никаких доказательств этих военных преступлений, особенно в отношении защитников Азовстали. То есть и то это суд не российский должен быть там. Ну, там с разной юрисдикцией, может быть, и международная, и национальная, но только в самой Украине, в Херсоне должны быть судимы, а не там, или, там в Мариуполе, никак не на территории этой лимитрофной зоны Донецка, где ни законов, ни правил, ничего. Ну, как и раньше, я считаю, что решение этой проблемы находится в плоскости, если у Украины появятся интересные для Москвы пленные. То есть это могут быть... Интересные для Москвы. Ну, и они тоже, а может быть, и кто-то из родственников высокопоставленных лиц. Которые воюют на территории Украины. Может, не воюют. Любых Вы берите. что-то знаете, Марк? Нет, я ничего не знаю, я просто Ну, вы говорю. так сказали, родственники. Ну, вы знаете, вот как его Шимшарин или Мишарин, как вот этого осудили, которого пожизненно российского военнослужащего. Шишимарин. Шишимарин, вот. Да. Ну вот сказать, вот он кому вот этот сдался, Шишимарин, чтобы его менять на кого-то из Азовстали, да, бойцов Азов. Он никому не нужен. Надо брать чеченцев. Всем на обычного, на рядового. Их легион, неважно, живы они, мертвы, ну, власть же их как мясо использует. Вот представьте, вот можно добиться, чтобы этого Шишимарина или там еще таких же обменяли на бойцов полка Азов. Ну, К сожалению. ну вот, а поэтому, а если будут дочери Путина, может обменяют, я ж не знаю. Дочери Путина в Украине. Я просто Марк. скажу, это просто так, я же не знаю. Может быть, есть какие-то... Вы что-то знаете. Нет, ничего не знаю, я просто говорю, это мотивация должна Я быть. поняла вас. Мотивация. Я поняла задачу, которая стоит перед разведкой Украины, перед я главным думаю, управлением ГУР Минобороны Украины. Вот это они, я думаю... Главное управление, не забудьте, главное управление ГУР. Перед ними стоит задача. Догадываются о психологии тех, кто решает эту проблему в России, что для них имеет значение только что-то лично для них важно. А все остальное, кстати. Вот такое вот интересное видео вам, чтобы вы понимали. Так, это мотив казни, ну это о другом. И давайте вернемся. Всех приветствую. Осман, Машволь, Алейксалам, Шамиль, Аслабек, Шайга, Машволь. И вот смотрите, какая ситуация разворачивается. Следующим образом. 24 августа 2025 года, то есть в прошлом году, Алексей Титов, по некоторым данным полковник, по некоторым подполковник ФСБ, прошел из своего соседнего здания на Лубянке в центральный детский магазин с газовым баллоном, небольшим газовым, таким маленьким газовым баллоном. Имеется в виду небольшой, а вот половинчатые такие, из них обычно бомбы делают, самодельные. И при попытке установления самодельного взрывного устройства, что у ФСБшника делает самодельное взрывное устройство, вопрос, да, почему он там находится, самоподрывается. Когда он самоподрывается, это в самом начале только-только все было, я это все фиксировал, вы некоторые это видели, потом это быстро начали заметать следы. Продавщица из этого магазина, я напоминаю, 24 августа, это День независимости Украины. Буквально через неделю, 1 сентября, дети идут в школу. Центральный детский магазин, Центральный детский мир, это самый большой детский магазин в Москве. И, может быть, и в России. И там очень много людей бывает. Просто перед 1 сентября там просто не пройтись бывает. И вот там должен был произойти террористический акт. Представьте себе, просто себе, на секунду представьте, какой был бы от этого шухер, какой хай подняли бы они на весь мир. Я уверен, там обязательно нашелся бы какой-нибудь или убитый, или же где-то сбежавший, или еще что-то, какой-нибудь украинец. Через 3 дня после того, как Алексей Титов самоподорвался, ему оторвало 2 ноги и 2 руки, или наоборот 2 руки и ноги сохранились. Это говорит только лишь о том,
что если это очень близко он находился, понимаете, не просто одну руку оторвало, не просто он там получил осколочное ранение, он в самом эпицентре находился, его просто разорвало, ему ноги оторвало, скорее всего ноги, потому что там путаница была. Но продавщица видела, как был телефон. Телефон как раз используют вот для таких самодельных взрывных устройств. Вот этот кнопочный телефон Nokia, который был, она так и сказала, было удостоверение ФСБ, это чтобы если его остановят, он сразу удостоверение ФСБ показал бы. И Nokia разобранный, ну Nokia телефон был разобранный, она говорит. Это все есть, это все зафиксировано, это есть. Потом это начали следы зачищать после этого. Я сразу обратил внимание, потому что для меня это знакомые все действия российских спецслужб по дискредитации нас. И сразу начал кричать на весь мир об этом. Но почему-то ни украинский, никто меня не пригласил брать интервью. Они пока с россиянами, с Закаевым, Ломаевым, пока с ними украинцы некоторые заняты, власть украинская. Поэтому им некогда было у меня интервью брать. А так нужно было хотя бы, если не брать у меня интервью, то хотя бы обратить на это внимание и начать расследование. И ГУР Украины, и СБУ должны были именно этим заниматься. Потому что это прямой удар по репутации. Прямой удар. Мог бы быть, но Бог на стороне Украины. Через 3 дня, после 24, то есть 27 августа, в Миннеаполисе сумасшедшие, написав на своем оружии на ломаном либо русском, либо как будто славянский язык, там украинский язык, что-то какие-то вещи, там надписи, и вот совершил убийство детей. Обратите внимание, в Москве убийство детей пытался Алексей Титов по заданию ФСБ родного учреждения осуществить. И в Миннеаполисе произошло расстрел детей. Совпадение? Я так не думаю. Еще через 3 дня был убит Андрей Порубия. Это человек, как потом выяснилось, я не знал, к сожалению, это оказался очень важный человек для украинской истории, для украинского народа. Именно поэтому он и был убит. Вот такая вот была такая ситуация. Я об этом говорил, писал, распространял, много об этом говорил. Никто из украинцев я не видел. Может, кто-то говорил, никто об этом не поднимал тему. Никакие средства западные, американские, свобода, никто об этом не трубили, не расследовали. Так сообщили, был взрыв сразу, как только поступила информация. И потом после этого все забыли. Никак это не связали ни с Миннеаполисом, хотя бы проверить гипотезу, версию. Это тоже никто не стал делать. Потом был убит Порубия. И вот завертелось. Потом нужно было украинцев поднять против еврея Зеленского и представить украинских националистов антисемитами. А в Америке это очень хорошо работает. Если ты антисемит, то тебя могут просто не слушать. Потому что Америка, ну так сказать, Израиль и Америка это два близких союзника. И им Израиль очень важен. Особенно был тогда. Сейчас есть кто плохо говорит об Израиле. Но это натянуто то, что говорят. Но тогда и этого не было. Тогда вообще не говорят. А так и сейчас даже. Простые евреи будут страдать, потому что их подставляют. А так отношения между Израилем и США, я думаю, не испортятся. Очень верные, надежные, долгие союзники. Что израильская армия, что израильские спецслужбы. На мой взгляд. Я могу, конечно, ошибаться. Но дело в том, что тогда никто не отреагировал, никто не говорил об этом. Ну хорошо, я сказал, ладно, все умные, все знают, ну пусть знают. И такие случаи происходили неоднократно по дискредитации Украины. Вот Фейгин предлагает, например, похищать людей. Людей похищать, граждан Украины похищать или просто людей, которые там находятся в стране, резидентов любого брать, гражданского, то есть совершать преступления. И, конечно, совершит украинский молодой человек, если особенно ему скажут, что его дядя, папа какой-нибудь кадыровец, он там украинцев убивал и так далее. Конечно же, он с удовольствием это сделает. Виноват ли он? Я считаю, что нет. Вот этот простой украинец, рядовой молодой человек. Но если посмотреть в общем, юридически, да, он тогда получается виноват. На мой взгляд, конечно, не виноват. Но я тогда предупредил, и я сбил эту волну. Я не дал похищать
чеченцев, разоблачив их этот случай. И эту Мосейчук, и этого Фейгина и так далее. Но это не помешало Фейгину. И его никто не блокирует. Обратите внимание. Вот мой сегодня канал, смотрите, постоянно подвергается атакам. Постоянно. На территории России запрещен. Это самый первый признак того, что вы являетесь не симулякром, а настоящим противником этой фашистской империи. Вот это так, чтобы объяснять. А тут у Фейкина там 1 миллион подписчиков, там у другого столько-то, еще столько-то. И ничего. И все отлично, у всех все нормально, и никто его не дергает. И Мосейчук мило общается с ним еще. И я уверен, эта запись Мосейчук и Фейгина рассчитана на 1, 2, максимум 3 человек. Именно поэтому там и лиц нет. Они специально это забросили, дали какому-то украинцу, у которого азовцы находятся в плену, послушать. И вот его обрабатывают. Так они совершали теракт в Бостоне, так они совершали теракты в Москве, когда они используют других людей. То есть мотивированных людей против этой фашистской России они используют для своих целей каких-то. А цель в данном случае это очернение Украины. Очернение украинской репутации. Вот какая была вот задача. И вот сейчас мы возвращаемся к другому террористическому акту или убийству 2 и более лиц, покушение на убийство 2 и более лиц, которое произошло 29 июня 2026 года. То есть в прошлом месяце. Вечером около 21:00 по местному времени. Жилой дом на улице и так далее в Монако. Произошел мощный взрыв. По версии следствия, взрывное устройство, которое, скорее всего, было подложено в рюкзаке посылки у входа в дом и приведено в действие дистанционно. То есть положили посылку, как будто почтальон доставил. И потом, когда они заходили, подорвали. Женщина находится в критической ситуации, там у нее ампутации ног, по-моему, говорят. Мужчина тоже в тяжелом состоянии. Ребенок 13-летний отделался небольшими ранами. То есть, просто взяли и убили. Подорвали людей. Подорванным оказался Вадим, по некоторым данным, Владимир Ермолаев, украинский бизнесмен, который сбежал из Украины, который в криминальных кругах общается, как говорят. Я ничего не утверждаю. Но что вот он там с Россией как-то свои бизнес-дела делает. И якобы он не поделился, наверное, так и будут говорить сейчас, об этом распространять. Все, якобы не поделился. Всегда должен быть какой-то интерес, чтобы мотив у кого-то. Стрелки должны от русских уйти на кого-то. И эти кого-то должны оказаться украинцы. Но получилось следующим образом. Вот эти 2 сотрудника, ГУР и СБУ, они могут быть как жертвы, которых использовали, так же, как и могут быть прямыми, осознанными агентами российских спецслужб по дискредитации. Но они могут быть, в принципе, и как их могут использовать. По какому-то мотиву. Например, этот СБУшник, как говорили правоохранители, но сейчас информация, что он был СБУшник, был, это как бы тоже под вопросом, что вот он очень так люто ненавидел эту Березовскую Анастасию, которая является исполнителем этого преступления. Та самая, которая положила эту коробку с бомбой. И вот мы вышли на СБУ и на ГУР. Вот следствие Монако, следствие Франции вышли на ГУР и на СБУ. СБУшник застрелил, ГУР помогал, представитель ГУР помогал. И везде постоянно где-то там ГУР оказывается. Вот всегда в какой-то сомнительной схеме всегда оказывается Кирилл Буданов и ГУР. Я не обвиняю все ГУР. Я уверен, там есть настоящие патриоты, которые сражаются, гибнут и так далее. Я имею в виду про название системы, которую возглавлял до недавнего прошлого Кирилл Буданов. И теперь получается так, что украинцы, СБУ и ГУР
заказали преступление, то есть не просто заказали его, они непосредственно, скорее всего, потому что Анастасия Березовская, скорее всего, сама не могла бы изготовить это самодельное взрывное устройство, которое там было, ну или не самодельное оно было, не знаю, что там было в самой бомбе начинено. Но получается так, что украинская власть, украинские спецслужбы в самом спокойном европейском городе, стране, анклаве совершают такой резонансный террористический акт. Ну, потом переквалифицировали на убийство двух и более, но по факту это общественно опасным способом совершенное убийство, попытка убийства людей. И это знает весь мир. Это пишут во всех сейчас средствах массовой информации. Если сейчас украинская власть, ну, я не советчик, на самом деле, я понимаю, в какой ситуации, я не для того, чтобы сыпать соль, я для того, чтобы разъяснить ситуацию, чтобы было понятно, что идет работа по дискредитации Украины. Это надо услышать. И надо предпринять меры против этого. Если эти меры не предпринять, вот такая масса обвинений, которая накапливается, она потом доведет до состояния, когда вся украинская армия, украинская власть, украинский народ, власти, я думаю, все равно, власть как-то себя ведет очень плохо по отношению к своему народу, мягко скажем, то получится, что в итоге накопившаяся вот такая критическая масса вот этих обвинений приведет Украину к тому, что Украина будет не уважаемой страной с суперармией, а какая-то бандитская, какая-то такой инструмент будет, который никто не будет считаться, который будет пытаться использовать. По факту это выглядит так. Это то, что произошло с чеченцами. Нас также использовали. Против нас велась такая же работа. И мы считали, что да, вот у нас человек в тюрьме сидит, надо же вытаскивать, надо же спасать, надо же это делать. Вот там они убили, там это. И вот оправдание каждый себе находит. Но почему-то всегда там обязательно где-то деньги появляются. После таких терактов, после таких убийств. Это так, чтобы вот вам, чтобы семья, там надо поддержать, там, ну так умеют они, и деньги предложить и так далее. Поэтому я считаю, из первой минуты, и я это не в первый день сегодня говорю, почему я вот вновь и вновь эту тему понимаю, потому что это важно. Украинцы на войне воюют, армия делает то, что даже никто не представлял, что может делать не армия, украинский народ. Это народ, это и помощники этой армии, и тот, кто лечит, и тот, кто их кормит, и все, мы все это понимаем. Идет народная война, народная освободительная война Украины за свою свободу, которая неоднократно была, и многократно она была проиграна, как и мы ее проигрывали, потому что силы несопоставимы были. Сейчас у Украины все шансы победить, все шансы, и она побеждает. И сейчас, если дискредитировать Украину, представить ее террористом, представить, что она захватывает гражданских у себя в стране, о чем Фейгин добивался, представить то, что в Монако производятся теракты, потом, помните, взрыв вот, трубопровода в Северный поток. Это что же на украинцев осталось? Да, судят, сейчас идет в Германии, суд идет. Это было нужно тогда, но по факту это как бы незаконно вообще-то. Но это, по крайней мере, не убийство бизнесмена с женой и с ребенком. По крайней мере, это газ, который просто уже надоело кормить эту Европу, и Россию убивала газом, который она продавала в Европу. Поэтому я с большим уважением отношусь к Червинскому и вижу, что это человек-патриот, искренне болеющий за свой народ человек.
Поэтому я ни в коем случае не хочу ни в коем случае бросить камень в его огород. Но сам факт, для Германии это было преступление совершения подрыв Северного потока. Но это не было убийством, это была диверсия и все остальное. Это можно понять. Любой это поймет. Гражданский поймет, военный поймет, спецслужбист поймет. А тут как в Монако? Захватывать гражданских в Украине. И таких эпизодов очень много. И они накапливаются. Поэтому нужно предпринимать какие-то меры. По этому поводу я вот специально решил провести стрим и разъяснить свою позицию по этому поводу. И, на мой взгляд, я, конечно, не должен давать советы, но я думаю, что люди, которые непосредственно есть как непосредственные руководители вот этих двух убийц, убившую Анастасию Березовскую, и непосредственно начальники ведомств, то есть ГУР и СБУ, должны добровольно уйти в отставку. Это подрыв национальных интересов Украины. Это позор, то, что было сделано в Монако. Как бы кто бы это ни считал, что вот плохой этот Ермолаев там и так далее. Это речь не о Ермолаеве. Понимаете? Речь не о Ермолаеве. Это очень-очень важно. Это мы все должны понимать. Если сейчас не предпринимать шаги в этом направлении, то получится очень-очень плохо для Украины. Но никаких шагов могут не предпринять, если народ не поднимется и не потребует. Если не потребует, как тогда, помните, когда было вот коррупционный вот этот скандал был, когда люди вышли и сказали стоп, и тогда быстро Зеленский дал заднюю. Вот пока этого вы, украинцы, не сделаете, народ, на вашу власть я уже не рассчитываю. Ваша власть, я это говорю, независимый человек. Я ни с кем не состою, в никаких партиях, никаких политических движений. Я независимый человек. Я говорю, что власть Украины делает все возможное, чтобы навредить, скажем так. Вот как бы это ни звучало, это вот выглядит именно так. Выглядит именно так. И поэтому, если не предпринять шаги, то это останется на совести украинцев. Да, скажут, да, украинцы, да, даже украинцы же взрывают. Так это, конечно, они же могут, как на нас потом вешали, всех собак. Всех просто, подряд. Они сами они делали. Вот. Но украинская власть, сегодняшняя украинская, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, кто там еще, там разные всякие деятели, они, борются против Ичкерии, свободной Ичкерии, против свободных чеченцев. Понимаете? Вот какая работа ведется. Откровенно просто ведется работа. Откровенно. Ничего, да. Нам, в принципе, не привыкать. Вот такие вот дела, друзья. Если есть вопросы, комментарии, задавайте, пишите. Я буду с удовольствием на них отвечать. Слава свободной Ичкерии. Героям слава, героям слава. Так. Также по новостям давайте пройдемся. Вот я здесь видео смотрю, как украинский беспилотный катер, в который загружен беспилотный пулемет, то есть вот этот квадроцикл с пулеметом, маленький квадроцикл, они его высаживают на оккупированной территории, и он начинает из этого пулемета стрелять такой, одноразовый он получается, но их можно же не один отправить, а больше. Понимаете? Это невероятно просто. Невероятно. Украинцы, вы молодцы. Так держать. Но вы не должны растерять это все. Понимаете? Какими-то провокациями, которые спецслужбы российские вас втягивают.
Что-то нет полезных идиотов в эфире. Сдохли, что ли? Але, Аслан, ты прекратил выплату, пригласил за литр 95-го бензина, и все вернется, где тролли. Ну, как ты видишь, я поставил ограничитель, больше 5 дней подписанный должен быть тот, кто может писать мне, больше 5 дней. Дело в том, что когда эти троллятины заходят, они пишут, это не обычные люди, это целые рои искусственным интеллектом, ну и, конечно, и люди тоже, которые есть. А если я им ставлю блокировку 5 дней, им надо подписываться, это тогда их разоблачает таким вот образом. Поэтому они не могут писать. Им нужно быть подписанным. Я поставил ограничитель. Дмитрий, приветствую вас. Так. Вот дальше, смотрите. Текущие отношения между Германией и Соединенными Штатами Америки едва ли могут быть еще более отчужденными, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье, возложив ответственность за этот спад на изменение американских ценностей. По словам главы государства, возникшая дистанция с трансатлантическим партнерством вызвана не действиями Берлина, а внутренней трансформацией самих Соединенных Штатов. Штайнмайер отметил, что Германии следует подходить к взаимодействию с Вашингтоном прагматично. При этом он подчеркнул, что Берлин и Европа в целом не должны перенимать доминирующие сейчас в международной политике методы, основанные на эгоизме и отсутствии сдержанности. Вместо этого европейским странам необходимо последовательно отстаивать глобальный порядок и верховенство международных правил. Фактически, если перевести, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что на самом низком уровне отношений находится. И если идет речь о ценностях, которые каким-то образом изменились, американские ценности. Каким-то вот образом. Я не знаю до конца, что он имеет в виду, но очень странно на самом деле видеть поведение Соединенных Штатов после прихода Дональда Трампа к власти. Очень странное поведение в отношении одного из самых близких своих союзников Германии, Федеративной Республики Германии. Очень жаль, конечно, очень жаль. Я думал, что это очень близкие государства. И это очень жаль, что так получается. Также Deutsche Welle сообщает, а это то, что, кстати говоря, то, что я вам сейчас зачитал, это был SGTN на русском, это китайское издание. Deutsche Welle на русском. ЕС и Лондон обвинили ФСБ России в масштабных кибератаках и ввели санкции. Ограничительные меры Евросоюза вводятся в отношении 9 физлиц, в частности сотрудников разведки ГРУ и киберпреступников, и 4 частных компаний, которые помогают РФ дестабилизировать обстановку в Евросоюзе и странах-партнерах, говорится в заявлении Совета ЕС. В документе сообщается, что 16 центров ФСБ России контролируют ряд кибергрупп и еще несколько лет организуют кибератаки и диверсии на объектах критической инфраструктуры во Франции, Германии, Польше, Нидерландах, Австрии, Словакии, Румынии, Финляндии и на Кипре. В частности, во Франции 16 центров ФСБ с 2010 года ввел кибершпионаж против стратегически важных государственных ведомств, а также предприятий оборонной промышленности, отмечается в пресс-релизе. МИД Германии вызвал посла РФ в связи с кибератаками на европейские страны. МИД Франции объявил, что сделает это в ближайшие дни. К этим санкциям присоединилась Великобритания. Так что санкции, да. Еще одна новость, тоже от Deutsche Welle, очень интересная. В Германии опасаются нападений
проиранских сил ранее мерца включили в список возмездия. Я исхожу из того, что террористический режим уже довольно давно планирует и готовит точные убийства и теракты на Западе, в том числе в Германии. Заявил интервью Handelsblatt, эксперт ХДС по вопросу безопасности Родерих Кизеветер, тот самый. Так он прокомментировал публикацию в одной из иранских ежедневных газет так называемого списка для возмездия из 13 западных политиков, которые помимо канцлера ФРГ Фридриха Мерца вошли президент США Дональд Трамп, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Франции Эммануэль Макрон. О риске нападений, организованных спецслужбами Ирана, заявил и замглавы фракции «Зеленых» в Бундестаге Константин фон Ноц. Подобная публикация в иранской газете почти наверняка не обходится без одобрения или даже прямого указания режима МУЛ, отметил он. Эксперт фракции СДПГ по внутренней политике Себастьян Фидлер полагает, что участником потенциальных нападений в Германии могут стать наемные преступники, завербованные в интернете. При этом они могут не знать своих конечных заказчиков, указал Фидлер. То есть, говоря другим языком, нам вот эти уважаемые господа говорят о том, что будет нападение, и это будет нападение не за Иран, а по каким-то другим, скорее всего, религиозным, там, исламистским каким-то. Хотя Германия приняла 1 миллион беженцев из Сирии только. Приняла 30 тысяч, может быть, 50 тысяч, может больше даже, 50, может 60 тысяч. В Германию только чеченцев она приняла. И все это, кто против Германии что-то имеет, ну, тот просто автоматически является просто врагом Бога. Потому что если он исходит из того, что Германия что-то плохое сделает, ну, это является ложью. Германия ничего плохого не делает. Наоборот, Германия ни с кем не воюет, всем помогает, всех поддерживает. И со всеми хочет жить, договариваться и зарабатывать. Понимаете? А не убивать и воевать. Вот еще Deutsche Welle сообщает про то, что говорил уже Франк-Вальтер Штайнмайер. Это уже не китайское издание, а немецкое издание. Президент ФРГ призвал противопоставить европейскую модель новому духу безжалостности. Понимаете? То есть нынешнюю европейскую модель против кого? У кого дух безжалостности? Который, по его словам, продвигает сейчас РФ и США. Очень интересно. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер такие вещи заявляет. В летнем интервью ЦТФ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Москва и Вашингтон могут жить в мире без права и правил. И даже некоторое время извлекать из этого выгоду. Мы не можем этого делать. Нам нужен международный порядок, нам нужны права и правила, заявил президент ФРГ. В интервью Штайнмайер также положительно оценил крупный пакет социальных реформ, предоставленных 2 июля правящей коалиции ФРГ. Однако, теперь говорит президент ФРГ, все зависит от того, приведут ли реформы к экономическому росту в стране. Вот такая вот интересные такие обращения в сторону США появляются. То есть, фактически он сказал, что США такой же беспредельщик, которому не нужно право, что и Россия. И это очень печально, друзья. Вы знаете, когда начиналась война, вы, кто следил за моими стримами, вы все помните, я всегда поддерживал США и поддерживаю американский народ, который заслуживает уважения. Но сегодняшняя политика, которая была развязана, война против Ирана и резкое нагнетание антимусульманской истерии, а это уже доказано, что за этим стоят российские спецслужбы. Сейчас я вам об этом тоже скажу, чтобы вы мне не говорили, что я что-то говорю безосновательно.
Секунду. Кто стравливает мусульман и евреев в Европе? И при чем тут российская антикультовая... Извиняюсь. Так, секунду. Кто стравливает мусульман и евреев в Европе? И при чем тут российская антикультовая организация РАЦИРС? Вскрылось шокирующее расследование. Смотрим. Недавно вышло расследование. В мае прошлого года... Давайте я вам тоже зачитаю. Как спецслужбы РФ искусственно стравливают евреев и мусульман в Европе. Факты и расследования. Это не конспирология, а официальные выводы европейских спецслужб, подтвержденные судебными приговорами и масштабными утечками кремлевских документов. Цель Кремля – использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы расколоть европейское общество, переключить внимание с Украины и перегрузить местную полицию. Вот две главные спецоперации, которые были полностью раскрыты за последнее время. Кейс номер 1. Синие звезды Давида в Париже. Осень 2023 года. Сразу после обострения конфликта между Израилем и Хамас, обратите внимание, когда произошел конфликт, в октябре 2023 года на жилых домах в Париже массово появились трафаретные синие звезды Давида. Первой реакцией общества был шок от всплеска антисемитизма. Что выяснило расследование? Французская контрразведка и прокуратура Парижа быстро вышла на исполнителей. Ими оказалась пара нелегалов из Молдовы. Они признали, что делали это за деньги от неизвестного лица из России. Позже полиция Молдовы доказала, что за набором исполнителей стоял беглый прокремлевский олигарх Илан Шор и бизнесмен Анатолий Призенко. Цифровой след. Французское государственное агентство по борьбе с цифровым вмешательством зафиксировало, что российский бот-сеть Doppelganger, связанная со спецслужбами РФ, моментально подхватила эти фото и опубликовала тысячи автоматических постов в соцсетях, искусственно раздувая панику и взаимную ненависть общин во Франции. Кейс номер 2. Свиные головы в мечети и зеленая краска на синагогах. 2025 год. Эта масштабная гибридная атака была раскрыта благодаря бдительности обычного французского фермера в Нормандии. Он сообщил в полицию, что двое иностранцев на машине с сербскими номерами купили у него около десятка отрезанных свиных голов. Благодаря камерам слежения полиция вела эту группу по всей стране. В мае 2025 года эта группа облила зеленой краской мемориал Холокоста, 3 синагоги и еврейский ресторан в Париже. А в сентябре 2025 года они подбросили свиные головы к дверям 9 парижских мечетей, написав на некоторых из них имя президента Эммануэля Макрона. Провокация была рассчитана на то, чтобы мусульманская община обвинила в осквернении местных правых или еврейские организации. В игру вступило международное следствие. В декабре 2025 года Высший суд города Смедерево в Сербии вынес официальные приговоры 3 участникам этой группы, все они граждане Сербии. В тексте судебного вердикта прямо указана, группа действовала по прямому указанию с инструкциями и на деньги структур разведывательной службы Российской Федерации, предположительно подразделение ГРУ 29155. Номер части. За каждую акцию им платили от 1000 до 1500 евро. Утечка документов Кремля – стратегия когнитивных ударов. Окончательную точку в спорах поставили журналисты-расследователи, международный консорциум журналистов, эстонское издание Delphi, консорциум, еще один, международный центр V-Squire и французская газета Le Monde опубликовали масштабный массив утекших внутренних документов Кремля. Из этих документов стало известно, что при администрации президента Российской Федерации действует так называемое агентство социального проектирования под руководством Ильи Гамбашидзе, находится под санкциями США и ЕС. В внутренних отчетах эти акции прямо называются когнитивными ударами против Запада.
Стратегия Кремля прописана черным по белому, находить самые болезненные точки в европейском обществе, религия, миграция, межэтнические отношения, и умышленно бить по ним, нанимая маргиналов, радикалов или иностранных наемников. Это доказанный факт. Это уже доказано, получается. Так. Это доказанный факт, получается. Так, смотрите. Когда началась война в Иране, было, я предупреждал, что что-то будет, потому что это заметно. Когда было 7 октября в Израиле, тоже было заметно. И это все российская агентура. Просто мне не нужно знать, что там Хамас делает, что делает там израильская разведка. Мне достаточно посмотреть, что делают российские тролли. И какие им нарративы начинают поступать, чтобы понять, что к чему-то они сейчас готовятся и что-то сейчас будут делать. И вот 7 октября они совершили страшный террористический акт против евреев. И потом началась ответка, там все это мы помним. И вот такой же ситуацией было то, когда начиналась война в Иране. Да, вот сейчас, сейчас будет, сейчас что-то мощное произойдет и так далее, и так далее. И было вот сейчас в Европе, в Германии теракты будут. Я об этом постоянно говорил. И слава богу, Германия не приняла участие в войне против Ирана. Слава богу, это была провокация, в том числе против Германии. И тогда бы это получилось бы то, что тогда уже бы Иран или какие-нибудь там террористы начали бы там совершать террористические акты, уже прикрываясь там Ираном и так далее. Но есть еще Израиль, который, кстати говоря, за всю историю первый раз немцы вот так осудили, призвали соблюдать международное право, осудили действия Цахал в секторе Газа, например. Такого никогда раньше немецкие политики себе не позволяли. И это о многом говорит то, что делает. Но все равно идет, накрутка такая идет. Вот сейчас Иран сделает, сейчас это сделает. Потому что я полагаю, что террористы, а подчерк 100% российский, уже подготовлены. Их нужно задействовать. Но так как Германия не приняла участие в войне против Ирана, которое в принципе невозможно было. Просто это был бы хаос. Ее выиграть нельзя. Туда надо заходить с миллионной армией и 10 лет там воевать. Потому что им Китай помогает, Россия помогает, все им будут помогать. Там у них горы. Они так не будут сдаваться. Просто так пришли, все разбежались. Этого не будет. Это древний народ, при всем том, что их Хаминеи и вот Аятолла это самые настоящие террористы и фашисты. А иранский народ это древний, очень сильный народ, очень мощный народ. Они не будут просто так, их не переделать, понимаете? Это россиян можно переделать. Как сегодня они коммунисты, завтра они демократы, потом они имперцы, до этого тоже были имперцами. Они прыгают, и у него нет фундамента. У иранцев есть фундамент, у немцев есть фундамент, а у россиян нету. Поэтому это была бы, знаете, не война с победой, это был бы хаос. Это были бы теракты, у них есть свои террористы, это мы знаем, это давным-давно они финансируют, это друзья Путина, самый главный террорист сидит в Кремле и на Лубянке. И они являются братьями. И здесь бы они террор устроили бы. У них другого оружия, других побед у них нет, кроме террора. На поле боя вы видите, сейчас у украинцев оружие есть, там дроны есть, все остальное. Вначале, как было, вы видели. Просто с калашами украинцы выбегали и расстреливали все. Поэтому вояки они никакие, по идее, по большей части. Так они больше у них по подлости. Теракт тебе сделать, обвинить тебя в этом. Ну вот это вся сатанизм самый настоящий есть, чтобы из-под тишка грязь, убить детей, взорвать там детей на День независимости Украины. Вот это могут россияне, спецслужбы, ФСБ это могут. Россияне не могут все это сделать, тоже, если быть более точным выражением. Режим Ирана привезли из Франции этих аятолл. Да, но я думаю, что просто Иран там болтает, может там агент сидит чей-то. И он говорит, да, надо сейчас припугнуть Макрона, мы сейчас, Мерца мы сейчас там туда-сюда. И вот они выпустили. Но если они собираются убивать, они же не должны об этом говорить. Мне так кажется.
Мне кажется, если ты собираешься что-то делать, то не обязательно об этом писать на самой главной газете, чтобы об этом все знали. Это что это такое за детский сад? И причем здесь Мерц и Макрон? Что сделала Германия против Ирана? Ничего, да, мы все считаем Иран диктаторским режимом, и этот аятольский режим заслуживает, чтобы его свергли как можно быстрее. Но мы ни в коем случае не считаем, и здесь многие немцы, с которыми общаюсь, что мы должны что-то воевать с Ираном. Иран ничего не сделал для Германии плохого. Ну, кроме того, что ее террористические банды действуют по всему миру и терроризируют союзников той же Германии. Но по факту, ну, Иран так не делает, по идее. Иран, он очень осторожно выбирает противника. Даже когда он бьет по Израилю, он предупреждает, что я сейчас ударю. Понимаете? Это же не просто так, они бьют там по этим местам. Предупреждают, что вот мы ударим. Боятся, американцев боятся, израильтян боятся. Да, им не хотелось бы, чтобы им на голову тоже прилетали ракеты и бомбы. Это все понятно. Но такая какая-то складывается картина, где России выйти из войны в Украине нельзя никак, если не начать войну где-то в Европе. Европа помогает Украине, значит, нужно, чтобы Европа втянулась в войну. А как туда? Ну что, Путин на танке приедет сюда? Не приедет. А вот какого-нибудь террориста, нациста, исламиста, какого-нибудь еще какого-нибудь иста отправить, которому одурманят голову, это они умеют. Это они могут свести с ума человека, и он пойдет что-нибудь сделать. Это не могут. Это как раз вот и вписывается в те теракты, которые Россия делает против детей своих же. Россия же взрывал, Патрушев взрывал же свои дома, взрывал. Поймали с поличным, поймали в Рязани, когда очередную закладывали, поймали ФСБшников, очень похожего на Гиркина, между прочим говоря, между прочим. Очень похожего на террориста Гиркина. И поэтому Россия это может морально, психологически, они давно у них есть такие люди, которые этим занимаются, целые там и группы есть, которые эти теракты совершают. Потому что это ни один нормальный человек это сделать не сможет. Это должно быть просто полностью атрофированное существо. Это абсолютно бесчеловечное существо, которое взрывает своих же россиян, спящих в своих домах. Или любых других женщин, детей, кто это делает. Это просто должен быть самый настоящий сумасшедшие, просто с бесом в душе, так сказать, как это принято говорить. И поэтому, я не вижу никакой логики, что делать. Но нужно раскачать, понимаете? Не ввязалась Германия против Ирана, Франция не ввязалась, сказали нет, Израиль осудили. Да, Израиль союзник, но если он совершает преступления, военные преступления, то, конечно, это общественность это не потерпит. Будет говорить, и политики обязаны это говорить и заявлять. Потому что они служат этим, а не кому-то другому. И они тоже не имеют права. Мерц тоже не имеет права совершать. И я первый буду, кто будет обвинять его, если он будет совершать военные преступления где-то. Поэтому у меня нету ни одного повода сказать, что за что против Германии будут совершаться теракты. Но они будут совершаться. И нам об этом говорят. Нам прямо об этом говорят, что будут готовиться. Они сейчас будут это делать. Понимаете? Вот не получилось у них с Ираном. Не получилось сделать так, чтобы иранские террористы здесь прикрывались иранскими террористами и совершали какие-то другие свои полезные идиоты под разным соусом. Они там могут за Палестину, за Ливан, за что там еще придумают они что-нибудь. Правда, никогда почему-то за Ичкерию никакие арабы там ничего не делали. Турки тогда акцию провели, паром целое захватили. И все. Больше никто никогда, никакие арабы ничего не делали. Но это другая история. И сейчас нас, скорее всего, ждет какое-нибудь потрясение. Выскочит какой-нибудь террорист и так далее. И вы будьте готовы, знайте, что это никакое отношение не имеет, кроме к тому, чтобы дестабилизировать обстановку в Германии. Просто дестабилизировать. России нужно любой ценой дестабилизировать обстановку в Германии. Ей нужно любой ценой восточную часть Германии отделить от западной. Вот эта работа ведется. И было бы печально,
если бы мы на это не реагировали бы. Было бы хорошо, если бы отношения США наладились у Германии. Не как сейчас то, что говорит Вальтер Штайнмайер, ну, хорошие отношения были бы. Потому что США это очень важный игрок, самый главный игрок в этом мире, поэтому это очень важно. Но, конечно же, не за счет национальных интересов Германии. Понимаете, война в 1945 году закончилась. Да, оккупация, вот где я проживаю, это Гамбург, это британская зона оккупации. Бавария, Запад, это американская зона оккупации. Восточная Германия, ГДР бывшая, это советская зона оккупации. Там, по-моему, Франция тоже где-то имела свою зону. Но с тех пор уже 80 лет прошло, и Германия должна сама решать свою судьбу. И Германия уже далеко не та нацистская Германия. Но мы видим, что, например, Илон Маск скидывает руку от груди. Ну какого хера? Кто он такой вообще? Какое его дело, да, здесь поддерживать какие-то партии и вот призывать чисто нацистские? Тогда возникает вопрос, а ты что, за Гитлера, что ли? Ты за нацистов? То есть за тех, кто убивал людей, в газовые камеры людей загонял, кто войну мировую развязывал вместе со Сталиным и Советским Союзом? Я что-то не понимаю, может нас к этому подводят? Но я живу в этой Германии, я бы не хотел бы, чтобы здесь сейчас война началась. Не ради каких-то там Илонов Масков или не ради кого-то другого. Но, может, какая-то игра идет, я не знаю. Но очень, очень нехорошая, короче говоря, ситуация здесь складывается. И хотелось бы, чтобы немножко по-другому все это выглядело. По-другому. Но, скорее всего, нас ведут к этому. Я очень надеюсь на немецких правоохранителей, которые свою работу умеют делать. По крайней мере, после теракта или после убийства задержать они могут. Это говорит о том, что они могут еще и, видимо, вести террориста или убийцу какого-нибудь, вести до того, как он совершит. Конечно, это неправильно, если это так, но слишком быстро, оперативно не только немцы, все в Европе рассекречивают, разоблачают почти любое преступление. Ну, и чаще всего американцы в этом помогают. Посмотрим, если не будут помогать американцы, смогут также расследовать теракты. Но нам будут сейчас рассказывать, сейчас нападения опять там на какие-нибудь там синагоги, на мечети, может быть и на мусульман нападение, может быть на евреев нападение, может быть на христиан, на детей мы видим, что русские ничем не гнушаются. Поэтому да, это очень серьезная ситуация, перед которой мы стоим. Дай Бог, чтобы все обошлось. Так, Савелий, давно тебя не было. Так, Асламбек, сейчас я ваши комментарии почитаю, друзья. Я думаю, что на России в следующем году ведут хлебные карточки. Вполне возможно, Асламбек, вполне возможно. Дискредитация Украины идет со времен Петра Первого. Что сказать? Да, Осман, это да. Но сейчас она продолжается. Сейчас она в активной фазе сейчас, дискредитация Украины. Что скажешь насчет Крема? Так, Крем. А то ты имеешь в виду, может, то, что сегодня по Крыму ударили? Это имеешь в виду? Крем, я не понял. Германия много лет не уделяла внимания на свою оборону за газовые сделки. Поэтому, видимо, Америка хочет заставить их уделять внимание своей безопасности. Да, вполне возможно и так, Асамбек. Они, в принципе, Трамп требует 2% положите. Немцы 2% уже платят в НАТО. Там, по-моему, уже 5% уже подняли. Там 5, я не знаю, платят или нет, но сейчас немцы очень много на вооружение тратят. И немцы очень серьезно готовятся к реальной войне. Без преувеличения. Все готовятся к войне. И не только к войне, которая снаружи будет, а и то, что внутри будут теракты, раскачивания, потом выйдет какая-нибудь там АФД
скажут, вот там и туда-сюда, надо срочно всех мигрантов отсюда выслать, всех там надо убить, всех в газовые камеры. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но, знаете, есть такое понятие, как рецидив. Если повторить, то можно и повторить, ну, если пустить по этому. Хотя я не думаю, что немцы сейчас до этого дойдут, но посмотрим. Так. Аслан, насчет США и России, в их совместного интереса во всем мире некоторые понимали и до тебя старались донести, говорит Юзер. Я понимаю, что ты говоришь. Ты сейчас прямо говоришь, что США и Россия это вместе. Ну, нет, я не думаю, что они вместе. До сих пор я так не думаю, что они вместе. Я думаю, что они, конечно же, какие-то дела решают. Как Турция и Россия решали по поводу Кавказа, нас не спрашивая. Также страны, которые находятся и являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, они тоже не спрашивают. Они тоже решают, как нужно им выгоднее. А потом, если, например, нормальный союзник, то может что-нибудь, косточку можно дать. Ну, по крайней мере, русские так делают. Поэтому я думаю, что Путин начал войну вопреки воле Соединенных Штатов и Великобритании. Я так думаю. Я могу ошибаться, но я так думаю. Я думаю, что они рассчитывали, что они быстро зайдут, захватят Киев, и потом угроза на Европу будет оказана. Угроза на Европу. И тогда Байден решил поддержать, США решили поддержать Украину. Еще до этого Трамп начал поддерживать. И, ну, как бы вроде поддержали. Ну, потом поведение очень сильно изменилось. Не знаю, с чем это связано. Давно бы Россию уже поставили на место, если хотели ее поставить. Ее не хотят ставить на место. Ей идет какая-то сложная игра. Сложная игра. Поэтому я не знаю, как сказать, но я думаю, что Путин влез. Они начали говорить, что мы оккупированы Соединенными Штатами, мы колония США, и мы должны теперь вырваться, получить свободу. Вон нам Китай нас поддержит, там Индия поддержит, еще кто-то поддержит и так далее. Северная Корея поддержит. Но не получилось. Немножко просчитались. Украинский народ сказал, что подождите, мы здесь игроки, мы здесь решаем. А тут какие-то там чуваки, я просто представляю с этих людей, я просто вот эти вершитель судеб, я бы им в глаза, ну мы, наверное, некоторых и видим, но в основном мы, наверное, видим не самых главных. И просто посмотреть в глаза этим людям, сказать, да вы что вообще, вы что думаете, вы боги здесь, вы кто такие вообще? Вы внутренние свои газы держать не можете, а вы тут нам мир хотите управлять. Да? Завтра умрешь и все, нету тебя. Да? Ну, зло, конечно, страшное, конечно, исходит. Всем этим, дальше давайте пойдемте. И я думаю, что вот Путин, он начал, и потом его за пятачок схватили. И вот начали вот, русню наказывать. Вместо того, чтобы быстренько или отпустить ее, прогнать ее, либо сразу рубануть и голову отрубить. Нет, держат ее за пятачок и бьют, короче. Поэтому не знаю, что из этого получится. Но Россию не хотят разваливать. Это мы видим уже, можно сказать, невооруженным взглядом. России хотят вырвать клыки и когти и в таком виде ее сохранить. Но в таком виде она для нас будет дальше представлять угрозу. Более того, наши оккупированные территории, за них никто даже не заикается. Наоборот, все, например, бывший министр внутренних дел Германии Шойбле сказал, что, Вольфганг Шойбле, он сказал, что мы были неправы в том, что чеченскую освободительную войну мы посчитали, что это международный терроризм. Ну, тогда, наверное, если так посчитали, наверное, надо пересмотреть, наверное, отношение к чеченцам. Нет, Кизилветер, который сообщает, что будет нападение, да, нагнетает Кизилветер, что будет нападение на Мерца, то он фактически
встречается с Закаевым, то есть с тем же россиянами. То есть нас нагло обманывают. Они хотят нас использовать, чтобы мы боролись, чтобы мы переживали, чтобы мы воевали, чтобы мы там еще что-то делали, писали, говорили, распространяли. Но потом они делают то, что им нужно. Тогда я говорю, за русским кораблем все идете. Что русский корабль, что другой корабль, какая мне разница? У меня одна жизнь, которую я не собираюсь беречь для того, чтобы добиться справедливости к своему народу. А если такие вещи мне говорят, ну идите русским кораблем тогда. Тогда ГДР отдай, Кизиветер. Если ты с Закаевым встречаешься, Кизиветеру, пожалуйста, кто говорит по-немецки, передайте ему, если он услышит. Если ты Закаева, российского представителя, который нам вредит чеченскому народу и государству, если ты признаешь, ну тогда ГДР отдай, Кизиветер. Наверное, Кизиветер этого и добивается, может быть. Не знаю я, если так получается. А вот такие вот интересные вещи получаются. А почему тогда мне отдать тогда ГДР, если там Ичкерию, если отдаете, чужое наше отдаете, без права, незаконно. Это мы по закону свое государство создали. Ай, да ладно, короче, кто это такие? Вот так к нам относятся. И поэтому они вот так нас и вот ведут они нас. Они нас используют, нами пользуются, а потом мы гибнем, мы страдаем, мы помираем. Вот, у меня колоссальные проблемы, защищая Украину. А украинские спецслужбы работают против меня. Мой YouTube-канал закидывают там в санкционные, там куда там они, серый бан заносят через ФБР. Отдают списки и там заносят. Понимаете? А меня террористом объявили за то, что я Украину поддерживаю. Ну или может за то, что там Путину дрон сказал, нужно отправить ему на голову. Ну, вот такие вот вещи интересные происходят в этом мире. Да? Так. Всем этим стравливанием занимается русскоязычный по всему миру. Постановка почему-то. С постсовка. Да, абсолютно, Асланбек. Вот смотрите, когда началась вот эта тема, самый ярый исламофоб, резко включился исламофоб у Веллера. Михаил Веллер такой есть, писатель. Этот Михаил Веллер ни разу ничего плохого так явно про чеченцев, может, я не помню, что говорил, никогда не заступался он за нас. Никогда. Нас геноцид, нас убивали только за то, что мы не хотим с этой фашней жить. А теперь он заходит и на каждом канале у Табаха, каждый раз, как приходит, мусульмане, 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 мусульмане. Так это же фашизм. Ты же оттуда русский фашизм сюда заливаешь. А вот сейчас французские западные спецслужбы говорят, администрация президента этим занимается, президента России. А значит, Михаил Веллер играл в эту же дуду, умышленно или неумышленно. Но включился он именно в нужное время. Не всегда он был исламофобом, а вот когда, по крайней мере, не всегда он об этом говорил. А потом раз и включился. Вот так как-то получается. Конечно, Россия это действует. И все, кто заигрывает с Россией, они такие же, как Россия. Понимаете? Кто с ФСБ заигрывает, они такие же, что и ФСБ. Так, на выборах Думы РФ в сентябре 26 некоторые мужи допускают, что партия выиграет. Ну, смотрите, во-первых, выборов в Российской Федерации не существует. Вот, ну, просто от слова совсем их не существует. Ну, нет там никаких выборов. И не было там выборов. В начале, в 96-м году, может быть, немножко, можно сказать, честные выборы там были. И выиграли коммунисты. Ну, Зюганов тогда спрятался и отдал все Ельцину. Сейчас, когда говорят, что выиграли, для чего тогда сделали? Знаете, почему тогда коммунистов поддержали? Ведь россияне тогда поддерживали не коммунистов. Потому что 70 лет коммунизма россияне хорошо помнили. Они были против Ельцина, который распродавал страну, начал войну против чеченского государства и народа и совершал геноцид чеченского народа. Это был фактически протест россиян против войны, который был. И они проголосовали за коммунистов. Понимаете? А на Западе это был страшный кошмар. Представлялось, смотрите, сейчас придут коммунисты. Вы же помните, сколько коммунисты нас мучили. Мы там 70 лет с ними, 50 лет с ними боролись. И так далее, и так далее. И Зюганов ушел, и Ельцина оставили. И фактически Запад закрыл на это глаза. Это же вопиющее нарушение. Выиграл Зюганов,
а потом назначили снова Ельцина. Запад согласился на стал соучастником этого преступления, стал Запад. Потому что это был откровенный просто подлог. Поэтому они были тогда более-менее честны, тогда чуть свобода слова была, гласность была. И тогда получилось у коммунистов выиграть. Но это был протест не за коммунистов, а против Ельцина, против так называемых демократов. Как Ельцин, Гайдар, Чубайс, никто так демократию не дискредитировал. Потом это уже завершил это дело Путин. Но это их же продолжение. Это та же линия. Тот же Чубайс там же был, тот же Шойгу был и все остальное еще с тех ельцинских времен. Это все одна шайка-лейка, которая идет. И тогда на Западе сказали, ну ладно тогда, ладно, Ельцин, конечно, плохой, но не коммунистов же мы будем поддерживать. Понимаете? И сейчас, когда начинает этот Трамп говорить про коммунистов, это может быть тоже связано, между прочим. С какого-то перепуга начал про коммунистов, Трамп начал что-то говорить. Оказывается, в Америке все коммунисты. Какой ужас! Оказывается, ужас от американских коммунистов нам идет. И сейчас то, что ты говоришь, это тоже может быть в этой колее быть. Сейчас там коммунисты, сейчас коммунисты придут. Это еще хуже будет, чем Путин. Надо оставить его тогда. Вот к чему нас подводят. Тогда так и нас подводили, что вот коммунисты, тогда было, у тебя есть выбор, либо там шпроты лежат в консервной банке, я помню эту рекламу, 95-й год или 96-й год, 96-й это был, шпроты, либо как консервные, либо ты будешь как консервные банки, а сейчас не в консервной банке, он Путин их посадил, да? Демократы победили, не было там никаких выборов. Честных, объективных, в полном смысле этого слова. И сейчас не будет. США хочет тянуть Европу в войну с Ираном для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Но США преследуют свои цели. А то, чтобы отвлечь внимание от Украины, хочет именно, конечно же, Россия. Россия хочет. Но я знаю одно, если здесь начнутся теракты, потом Германия, Франция вяжутся в какую-то войну против Ирана и так далее, это нанесет колоссальный урон. Колоссальный. И тогда можно своих людей, да, привести к власти. И американцам тоже, кстати говоря. Вполне даже, очень даже можно. Например, здесь есть некоторые немцы, которые против Америки. Они говорят, что да, нам уже хотелось бы немножко пожить без Америки. Да, мы хотим быть друзьями, союзниками, но не обязательно быть в таких отношениях, в которых сейчас являемся. Это прямо говорят. Но и они поддерживают Россию. Они думают, что Россия лучше будет. Или они просто как коммунистов, когда россияне поддерживали против Ельцина, вот в этом, по этому принципу, может, действуют, да, от обратного. Но они очень пожалеют, если сюда придет Россия. Очень пожалеют о своем выборе. Так, США спокойно может разбомбить иранские нефтескважины, резервуары, их заводы и так далее. У США есть все необходимые ресурсы для этого. Но это опасно одновременно подвергнуть экономику Европы в хаос. Ну, смотри, самое, как мы видели, переступая через свою гордость, Трамп пытался открыть Ормузский пролив, именно чтобы нефть держалась. Поэтому, наверное, не бомбит. Да, наверное, поэтому США не бомбят иранские вот эти нефтескважины. И нужно как-то договориться, решить вопрос, чтобы... Главное, чтобы у американцев галлон бензина стоил не так много к выборам. После выбора опять все начнется. Ничего не затухло. Столько сил стянуто, все это будет. Все нас еще ждет впереди. Мы только... большой эскалации подвигаться. Ну если с Россией что-то не предпринимать шаги принципиально, то да, Германия в опасности. Германия сейчас занимает очень правильную позицию, и она себя, свои интересы в первую очередь должна отстаивать. И если этого не произойдет, да, здесь может быть что угодно. Привести кого-то. Ну, конечно, просто так здесь с немцами не поиграешь. Немцы очень грамотные, такая уже, знаете, взрослая нация. Мудрые решения они принимают. И видно, что люди заботятся, думают о своей стране. И это очень хорошо. Но посмотрим. Господи, благослови Германию и Ичкерию. Вот что я скажу.
американцы не хотят погибать за интересы Нетаньяху. Асланбек, ну смотри, какие интересы могут быть у Нетаньяху? Я не думаю, что он супер патриот еврейского народа. Знаете, когда он пил кофе и говорил, я очень люблю кофе, а потом добавил, ну, еврейский народ я люблю. Я почувствовал там фальшь, если честно. Сейчас, если обратить внимание, мы видим политические дети, ну, Нетаньяху, он воевавший, там у него брат погиб, все такое. В основном мы сейчас видим спортсмены, шоумены, актеры. Вот политики. Ну, кто такие спортсмены? Ну, у него нет времени просто учиться. Просто у него нет времени. Он в спортзале все 24 часа проводит. И это люди, которые за деньги готовы так друг другу морды бить, что я бы просто отказался просто от этих денег. Ну, так человека избивать и самому по роже получать. Рисковать жизнью, в конце концов, в профессиональном спорте. Да и не только в профессиональном. Ну да, хорошие, сильные, уважаем, молодцы, деритесь, боритесь, прыгайте, плавайте, что хотите делайте. Молодцы спортсмены, это очень сильный дух у человека. Но елки-палки, ну, управлять нами или быть лидером общественного мнения, ну, извините, футболисты, какие-то кикбоксеры, боксеры. Это не значит, что политикам или умным человеком не может быть боксером или футболистом. Что не всегда так бывает. Да? Поэтому интересы, я что хочу сказать, Асланбек? Я хочу сказать, что интересы Нетаньяху, у нас обрыв связи произошел, да? Так, связь вроде бы просто... И я, знаете, что думаю? Что делать крайних евреев очень удобно, как делать крайних чеченцев. И я к Нетаньяху, когда сказал, что он дружит с Путиным, до сих пор он хороший отношения, после 7 октября, я потерял вообще интерес к этой личности, как к человеку вообще. Как бы его мои друзья, там, евреи его не уважали, меня этот человек не существует. Потому что у меня есть своя линия, у них есть свои взгляды, это их взгляды. Но противостояние Соединенных Штатов и Ирана, оно не только и даже не столько из-за Израиля. Понимаете? Америка ведет свою игру, и Израиль им помогает. Да, они свои интересы пытаются отстаивать, но когда нужно, его можно там поругать, оскорбить матом, причем каким-нибудь, как это делал Трамп в отношении Нетаньяху. И Нетаньяху это все схавал, промолчал, да, ничего, рабочие моменты, дальше общаемся и так далее. Поэтому я не сторонник все валить на Нетаньяху. Нетаньяху делает, Масад, Цахал делает то, что они могут делать. Они защищают свой народ, свою страну. Но американцам, я думаю, больше и американцы, может быть, даже и англичане, намного больше имеют рычагов и возможностей, чем Масад, например. Если много говорят о спецслужбе, что она супер какая-то, то знаете, что она не супер. Да, убить, ликвидировать – это одно, это можно сделать. Это профессионалы кадыровцы тоже умеют хорошо убивать. Но это не супер спецслужба кадыровцы. Есть и другие у русских спецслужбы. Поэтому вот такие вот вещи интересные, короче говоря. Цель США, чтобы арабы воевали с иранцами, но арабы не хотят воевать. Арабы просят США воевать за них. И для этого арабы готовы отдать США всю свою нефть. Ну, не знаю я. Это ты, конечно, не знаю, юзер. Это твое мнение. Германия и Франция не хотят, поэтому пугают терактами от Ирана. Германия и Франция не хотят погибать за Нетаньяху, и поэтому их пугают. Их, ты имеешь в виду, да? Ну, может быть, я, короче говоря, зашел в этот искусственный интеллект, поискал, ну, я так и не нашел. Это, ну, может, она есть в газете где-то там, какая-то статья на эту тему, но чтобы, если ты собираешься кого-то атаковать, то говорить это, ну, как минимум, глупо, особенно на государственной газете.
90% нефти, которую Китай покупают у Ирана. Здесь не так просто. Аслан, они не хотят установить новый мировой порядок. Они хотят вернуть старый мировой порядок, который был установлен Рузвельтом и Сталином. Юзер, ты говоришь именно то, о чем говорит Федоров, депутат российский Федоров, уже, наверное, лет 15. Он говорит, что мы вот хотим вот, Потсдамские соглашения, но он по-другому называет. В Потсдаме были подписаны соглашения, что вот эта часть Германии сюда, часть Европы сюда, мир туда и так далее. И Федоров уверен, что у них получится. Правда, мне кажется, он немножко сумасшедший, но вот он постоянно об этом говорит. И вот то, что ты говоришь, это в принципе вот как раз получается то, что это хотят россияне. Это мы точно знаем. Американцам, какой резон американцам, англичанам возвращаться к результату Рузвельта и Сталина? То есть битую под Бучей или где там под Краматорском российскую бандармию нужно, то есть, поднять и посадить себе на шею. Это как получается, мы не можем захватить Запорожье, говорят русские, но вы нам отдайте их. Это наша территория, говорят. Так получается. Барков. Выходит так, короче говоря. Поэтому я считаю, что этот мировой порядок Западу не нужен. Германии он 100% не нужен. Он Америке, Англии не нужен такой мировой порядок. Им нужна беззубая. Это такие мечты русских, чтобы они снова делят там. С кем делить? С кем? Делить только с украинцами тогда уже. Потому что украинская армия сильнее российской. Поэтому что с Россией делить-то? Со слабаками что разговаривать? Но в принципе, русским это нужно. А американцам, на мой взгляд, я могу ошибаться, на мой взгляд, американцам нужно, чтобы не было империй на этом континенте, на евразийском континенте. Вообще империи, чтобы не было. То есть не было для них угрозы нигде. И вот спокойно противостоять, как помните, Советский Союз и Запад против Китая. Выстроиться и вот там не воевать, а там проводить там бои какие-то там шоу проводить спорные, какие-нибудь, может быть, там хакерские атаки делать, там еще вот экономически как-то друг друга там напрягать, но не воевать. Как бы, может быть, воевать, но воевать-то обязательно. Столько оружия сделали, столько денег туда вложили. Конечно, воевать-то им придется, хотят или нет, будут воевать. Ну, там, своими прокси, своими вот этими группировками воевать. Там, Северная Корея, там, еще кто-то, еще как-то, не знаю. Но не думаю, что Рузвельт, Сталин... И, кстати говоря, Черчилля нужно не забыть. Которые тогда подписали Потсдам. Не будет никаких потсдамских, забудьте. Но они хотят вырвать клыки и зубы у России. Я думал, они хотят развалить, хотят какой-то справедливости. Не хотят они никакой справедливости. Они хотят ослабить Россию максимально. И после этого управляющего, своего надежного поставить вместо Путина. Или же, может... Путин будет слишком слаб и будет и так выполнять. Может, Путин, в принципе, он и делает то, что им нужно. Вот этого Дурова телеграм отправил он сюда. Собчак сейчас общается, там ездит. Мы все знаем, сейчас такая утечка от «Медузы», что вот, Собчак там с Путиным переписывается. Бред какой-то. Мы все знаем, кто такая Собчак. Вы там сказки рассказываете, вы можете 100 лет рассказывать сказки там кому-нибудь Западу. Мы-то все знаем, кто такая Собчак, кто такой Путин. Мы все это прекрасно знаем, кто такой ее папа, кто был, что ее охранник Золотов был, что она там к Кадырову постоянно ездила, его легитимизировала, его там представляла, такая, американские, помните, Тайсон, кто там, американские там разные певцы, Ван Даммы всякие. Представьте, на нашей крови это было, чеченцы, Ван Даммы, Тайсоны, это на нашей крови это делается. Легитимизировали они его. И Собчак тем же самым занималась. Ну, это россиянка, сейчас, правда, паспорт Израиля. Очень удобно все устроились. Берешь паспорт Израиля, и все, тебя санкции обходят, у тебя паспорт есть. Очень удобно. Очень удобно. С тонущего корабля
И Израиль дает, ну, а почему не дать-то, да? Почему не дать-то? Вот такие вот вещи, я думаю, здесь больше похожи. Так, давайте дальше. Илон Маск не хочет войну против Европы. Илон Маск против африканцев. Он зиганул именно им. Ну, откуда ты все это знаешь? Про Рузвельта, про Сталина. По-моему, ты немножко преувеличиваешь. А я тебе говорю, что был АФД тогда подъем, и он таким образом поддержал АФД, и это все именно так интерпретировали. А то, что он с ЮАР и там не любит, там, может быть, африканцев, я этого никогда не слышал. Но то, что он сделал, это было сделано именно такой реверанс в сторону правых. Это было очевидно. Приветствую, Светлана, я вас тоже приветствую. Ва алейкум ассалам. Так, Трамп бизнесмен, не политик. Его политика барыши себе и своим корешам. Зятек и Витек, два крохобора. Надеюсь, что выборы осенью поменяют политику США. Нельзя оскорблять Европу, она союзник США. Совершенно верно, совершенно верно. Зятек и Витек. Да. Но есть ведь спецслужбы США. Вот спецслужбы есть. Почему они спят? Американские, я имею в виду. Если чисто бабки зарабатывают. Войны начинают. Ну как это так? Я не думаю, что это так просто. Трамп пришел. Да, у президента полномочия есть. Но есть парламент. Есть Сенат, есть много, генеральный прокурор, в конце концов. Но кто есть, кто может как-то препятствовать. Нет, как слаженная машина, американцы идут. Да, люди недовольны. Такер Карлсон, например, сидит, пар выпускает, все на евреев переводит. Все на евреев переводит. Причем реверансы в сторону Путина. Как-то странно. Такер Карлсон ругает Нетаньяху. Какой плохой Нетаньяху, там туда-сюда. Нетаньяху с Путиным в хороших отношениях, говорит, древних, старых своих отношениях. Такер Карлсон ругает Нетаньяху и тоже говорит, что Путин хороший парень. Ну, приблизительно так говоря. Что это такое? Это что это за такое? Эх, очень жаль, конечно, очень жаль. Очень жаль, что так происходит. И не дай бог, США станет империей, той Римской империей, которой она стала, та Римская империя. Не дай бог, тогда все покажется нам цветочками. Если от демократического своего правления США станет империей. Римская империя, которая просто очень много бед, и византийская, восточная римская, и другие принесли и страшные вещи творили, страшные завоевания, страшные там рабство, там, гладиаторские бои, поедание людей тигром в драке на потеху публики. А начиналось как? Святая святых, Римская республика, самая справедливая, также и начиналась США. Я надеюсь, что всего 250 лет США сейчас исполнилось, поэтому я надеюсь, что ну хотя бы еще лет 50 США не скатится к этой империи, потому что к 300 годам, где-то к 3 векам обычно это происходит, и после этого может потом переродиться уже в империю, уже новое что-то образование из тех же США получится. Ну, хотелось бы, чтобы США остались тем, кем они были, проводниками свободы и демократии. То есть Путин ни с кем из существующих сильных держав и альянсов не договорился, а просто хотел поставить всех перед фактом. Да, Андро, приветствую тебя, Камаджова Геннадьевна. Я тоже думаю, что он хотел, ну, знаете, как Трамп хотел быстро Иран быстренько разбить там и так далее. Быстро там не получилось, но ему, видимо, объяснили, что ты быстро сейчас, как в Венесуэле, быстро сейчас движуху наведем, все упадут перед нами там и так далее. Люди умирают, нужно это понимать.
Эта жизнь, она временная. И людям некоторым проще расстаться с этой жизнью, чем жить в несправедливости. Поэтому не все падают на колени, не все продаются. И мы видим, как украинцы дерутся. Просто один украинский пример посмотри, больше даже никуда смотреть не надо. И яркий пример. И он хотел, да, поставить перед фактом, мне кажется так, хотел захватить быстренько, сделать и сказать и Европе, и Америке, по носу щелкать и говорить, ну давайте будем разговаривать. Может так. Россию я не верю вот в ту, что конспирологию, которая, что США и Америка, США и Россия вместе хотят дестабилизировать Европу. Я в это не верю. Возможно, в Америке найдутся силы, которые есть, но которые будут пытаться дестабилизировать обстановку. Но в целом это невыгодно США. Это невыгодно, на мой взгляд. Я не знаю просто внутренних каких-то там терок у них, какие у них свои там на данный момент дела, но мне кажется так. Россия не хотят разваливать, потому что это будет хаос. И не так, как выгодно западным политикам. Россию хотят управляемо развалить, мое мнение. Ее развалить вообще не хотят, понимаешь? Вот в чем загвоздка. Ее вообще не хотят разваливать. Ее хотят просто ослабить. Ослабить как? Как можно больше убить мужского населения. Понимаете? Как можно больше убить. Сделать как можно больше нищими их. Вот так оставить. А режим путинский, ну пусть останется. Или он уже старенький, придет какой-нибудь там, я не знаю, его дочка придет. Кто нам сейчас в голову не придет, вот они его уже там готовят, наверное. И отвлекают, чтобы мы не думали про них. Понимаете? Так, Россия не хотят, а так. Нужно и Львов отдать по закону. Да, и Львов все отдадим. Сейчас догоним, еще дадим. А сейчас нет хаоса, весь хаос от России. Конечно, есть Асамбек. Это все вообще ерунда, конечно, полная. О чем говорить-то? Россия развалить, там хаос будет. Хаос во всем мире Россия устроила. Людей убивает. Каждый день 1500. Вчера 1500, сегодня 1600 русских бандитов убито и ранено в Украине. Куда больше хаоса еще нужно делать? Просто я не понимаю. Куда больше? Хаос будет внутри России и будут огромные жертвы. Да, они так и хотят. Да, они хотят... Нет, хаоса не будет. Управляемый хаос будет. Они другие банды будут, группировки будут. Помните, как развал Советского Союза? Это тоже был управляемый процесс был. Это все делалось управляемо. Однозначно 100%. Банды появились, которые курировали ФСБ и ГРУ. Там убивали ненужных под видом бандитов. Там кого-то грохнуть, кого-то там избить, кого-то запугать. Вот этим они занимались. А потом всех бандюгов перестреляли просто. Их сперва выпустили, дали им делать свое дело. Они возомнили из себя, что они какие-то там сильные правители. Там они уже там Москвой управляют и так далее. И потом просто перестреляли всех. Ну, кого своего оставили, а остальных перестреляли. Поэтому хаос может быть только такой. И вот сейчас то, что нет бензина, это вот может показаться, что они встанут, пойдут там на Москву, там свергнут Путина. Нет, этого не будет. Наоборот, если у них не будет бензина, они не смогут доехать даже до Москвы. И они даже не поедут, даже если будет бензин у них до Москвы, понимаете? Они просто будут нищие, не представляющие никакой угрозы для режима. Просто этот режим укрепляют. При всем при том, в отношении своего народа укрепляют. В отношении себя ослабляют. Понимаете? Просто он будет управляем, народ уничтожается. Ведь все говорят, война Путина, война Путина. Тогда почему бьют по заправкам, по нефтеперерабатывателям, а не по Путину, если это война Путина? Почему по Путину не бьют? А это не война Путина, это война России, это ФСБ война. Понимаете? И, бьют почему-то только по гражданским. По гражданам. Не по людям бьют, а по их интересам, по их карману бьют. Я не против, чтобы по ним били. Очень даже нормально, правильно. Но если это война Путина, наверное, надо еще и что-то с Путиным решать.
Пугалки. Да, Снабек, это пугают они. Так, Веллер на методичка, его могут использовать темную, но и делают Мосейчук, что и делают Мосейчук и Гордон и другие, а потом с него смеются. Ясно, выборы есть, но выбора нет. Трамп все правильно говорит, Европе давно пора закрыть свои границы, чтобы всякие террористы, лохабисты и ФСБ не проникали туда. Нет, закрыть границы сейчас, конечно, нужно, но Европейский Союз это не Соединенные Штаты Америки. Понимаете? И, во-первых, Соединенные Штаты, как вы понимаете, целый материк. Да, там две границы у них. И все как бы едины. А здесь есть сербы, есть разные всякие, в Венгрии есть всякие разные. Ну, везде, в Украине есть, они везде есть. Никого нет. Среди чеченцев есть. Кто за Россию, кто говорит на русском языке и так далее. Поэтому здесь нельзя, здесь Евросоюз, здесь границы открыты, хотя надо закрыть. Германии свои границы нужно закрыть. Евросоюз пусть сам решает, но Германии нужно спасаться. И надо жесткие меры принимать в отношении своей страны. Для безопасности нужно полностью перекрыть границы, полностью. Да, хотя бы на время, если это законно, незаконно, как принять решение, экстренными угрозы национальной безопасности. Перекрыть границы и все, и жестко контроль делать. Хотя здесь контроль, я и так вижу, что очень мощный. В России проще потеряться тебе где-то, чем здесь ты это сделаешь. Тут тотальный контроль. Просто практически тотальный контроль. А если они сейчас говорят, они деньги будут отменять, ну, тогда надо сразу восставать. Однозначно, если они бумажные деньги отменяют и вводят электронные, все, нас делают рабами просто. В любой момент просто возьмут счет, заблокируют, и все, пошел ты к черту. Сдыхай, короче. Приползи на коленях и проси, чтобы тебе разблокировали карту. То есть ты работаешь, извиняюсь, ты работаешь, пашешь целый день, а потом тебя берут, и твои деньги арестовывают. Нет, чушь собачья. Так нельзя делать. Мы должны, брат, стоять за свою свободу. Всегда. Какой резон? Между СССР и США был заключен договор, что единственной мировой валютой будет останется доллар. С момента развала СССР этот баланс был нарушен. Появился евро, и Китай стал продвигать юань. Не понимаю, что ты имеешь в виду. СССР уже давно нет. Понимаешь? Да все, СССР перестал существовать. И что мировая валюта, доллар, она и сейчас есть мировая. Расчеты арабские страны все ведут в долларах. А то, что Россия, да, ну, Россия нарушитель, она убивает людей, целые войны совершает, геноцид. Это надо было 20 лет, 30 лет назад делать, а не сейчас. Ну, хорошо, хоть сейчас. Голодранцы просят их обуть, одеть, накормить и посадить рядом с королями. Да. Слава ЗСУ. Путин и гоп-компания, она... Сила тебе пока, будь уверен, и вся ваша. Слава ЗСУ. Так, героям слава. СССР нет и нет стабильного доллара. Евро укрепился. Ну, ты хочешь сейчас представить, что Европа и США являются конкурентами, и США нужно додавить Европу. Это абсолютно стопроцентный нарратив, который распространяет российская пропаганда, постоянно об этом рассказывает. И может быть отчасти какие-то силы в Америке найдутся, которые ради каких-то личных, может быть, сиюминутных каких-то делают. Но в целом стратегически США выгодно, чтобы Европа была сильная. Это ее ближайший, самый мощный союзник. Особенно это касается Германии и Франции. Это два локомотива, Германия и Франция. Поэтому и Британия, само собой. Поэтому вот такие вот вещи. Поэтому я не думаю, что СССР перестал, доллар расслабился, теперь они хотят восстановить. Нет, это все ваши мечты, россияне.
Вот то, что ты все, что ты говоришь, ты повторяешь российский нарратив. Я миллион раз уже от них слышал. И это вы мечтаете об этом. Но это не соответствует действительности. Вам нужно спуститься на землю немножко. Понимаете? Я не назло вам говорю, не оскорбить вас, не задеть. Просто реально, неправда это. Вас обманывают, если вам вот это забрасывают. Америка и Германия, Америка и Европа — это ближайшие, там и экономические, и военные, и спецслужбистские связи так сильно закручены уже десятилетиями, что уже это так не разорвешь. Даже с Израилем не разорвешь. И у Германии, у Германии даже больше отношений. Ну, может, какие-то люди там найдутся. Вот, может быть, Трамп, ты на него намекаешь еще. Но Америке это в стратегическом, долгосрочном, это не нужно, это вредно Америке. Америке своих взглядов государства, такие мощные, иметь в союзниках, это очень выгодно. Понимаешь? Ну, я так думаю, может, я ошибаюсь, но я думаю, что ты ошибаешься. Договорились. Большая часть современных белых американцев — это буквально немецкие переселенцы. Даже по внешности американцев видно, что это немцы. Ну, там очень много, да, немцев, очень много. Немцев там, но и больше, еще больше там и из итальянцев, и англичан, и ирландцев, и так далее. Но сейчас с Англией очень хорошие отношения. Но Трамп, например, немец, президент Трамп, немец, президент США. Но он как-то не очень, скажем так, дружелюбно отнесся к тому, что его там немцы пытались, там Мерц пытался там подарить его там свидетельство о рождении его дедушки, что ли, там что-то показать его корни. Но он повел себя как-то не очень по-немецки, немножко, так скажем, отчужденно, скажем так. Ну, это его право, конечно, может, он не хочет быть немцем, у него еще кто-то может есть там крови, по-моему, кроме немцев. Ну да ладно. Так, и, видимо, Путин хочет наладить дружбу между США и Европой и выступить посредником в деле мира. Да, как обычно. Пару терактов совершить, а потом помирить всех. Да, сказать, я вам помогу, я убью этих террористов. Замочу в сортире. Друзья, вот такой вот у нас сегодня стрим, разносторонний, интересный получился. Я хочу вернуться к нашей теме, главной теме сегодняшнего стрима. Образ Украины, репутация Украины — это номер один, и к этому нужно относиться очень-очень серьезно. Это очень важно. Это имя украинцы сделали колоссальной ценой, заплатив огромную цену за это. И это очень важно. Это важно не только сейчас, чтобы до конца победить. Это важно еще детям, внукам и правнукам. Если Украина останется на стороне света, не скатится, даже репутационно, украинцы не скатятся, но просто их будут очернять. Вот мы, чеченцы, думали, что мы, что к нам прилипнет. У нас у чеченцев есть такая поговорка, что не было, то не прилипнет. Что про тебя плохое не говорили, если этого нет, оно к тебе не прилипнет. Прилипает, друзья, прилипает. На время, там на время только и нужно. Да, рано или поздно, конечно, эта ложь и инсинуация, она растворяется, отпадает. Но нужно им на время просто, вот сейчас и сию минуту. И потом, если украинцы пойдут по этой дорожке, то в этом случае детям, внукам нужно передать сакральное. Это священная война. Война, которая унесла тысячи молодых сынов и дочерей Украины. Тысячи и тысячи. Которые сейчас жили бы, сейчас бы рожали бы детей, развивались бы, строили бы, работали бы там, служили бы. Их нет. Они уже в сырой земле. Пусть Бог смилостивится над ними. Украина воюет именно на стороне Украины Бог. Это однозначно и 100%. И воюет она против абсолютно беспримесного зла. Трудная задача, сложнейшая задача, но Украина не в первый раз делает, и сейчас она побеждает.
И сейчас нужно все, что угодно сделать, чтобы опустить уровень репутации ниже плинтуса. Не поддавайтесь, пожалуйста, украинцы. Не дайте этого сделать. Не относитесь к этому так. Ничего страшного, мы сейчас воюем, нам некогда. И когда? Нет, нужно оставаться при своем. Нужно оставаться при своем. Ни в коем случае не нарушайте. От вас побеждаете вы не только своим умением, своей храбростью, а вот из-за своей вот этой сакральности вы побеждаете. Потому что за вас молятся, за вас мусульмане молятся, христиане молятся, иудеи молятся. Все на этой земле за вас молятся. Все просто, это реально ваша борьба объединяет все религии, все национальности. Все понимают, насколько ваша война священна, насколько вы правы в своем деле. Пожалуйста, останьтесь на этом. Сделайте все, чтобы не получилось у них вас довести до состояния, когда вам, как нам, чеченцам, придется доказывать, что вы не верблюд. Постоянно при каждом удобном случае мы не террористы, приходится чеченцам говорить. Проходит любой террористический акт, чеченцы оккупировали землю, убивают нас, выдает Европа нас, этой фашистской выдавала до сих пор. Сейчас немножко приостановились. А сейчас только агентуру они здесь не особо трогают. Да? А так выдавали. И нам приходится вот доказывать. Когда поехали первые воевать в 2014 году против вас, почему вам этих кадыровцев послали? Это была опять же операция по дискредитации чеченцев. Те чеченцы, которые прогремели на весь мир, как они сражаются за свободу, маленькая страна борется против ядерной державы абсолютно в одиночку. И нужно было это наше сакральное имя уничтожить. Сказать, да, это же лишь террористы, да, это же бандиты. Вот смотрите, кадыровцы за деньги идут убивать. Нужно было представить. Но мы не такие. То, что вам показывают, это очень большая работа проделана. Да, есть группа предателей, она есть у всех. И она сейчас даже есть. И тут в Европе, как мы знаем, в Украине их принимают. Да? Каждый раз буду это напоминать. Да. Но самое главное, что нужно сохранить это. Сохраните, не поддаваться на это, ни в коем случае. И да сопутствует вам удача, да поможет вам Всевышний. Господь Бог пусть вам поможет, украинцы. Я с вами буду до конца. Если вы не будете нарушать международное право и правила ведения обычаи войны. И на светлой стороне я буду с вами до конца, до Алмула. Я и все чеченцы будут, пока вы такие, как вы сейчас себя видите. И так очень многие будут. И эти мольбы наши, и я молюсь за вас, и многие за вас молятся, я знаю. И эти мольбы, они очень большую пользу приносят. Кажется, что, ну что там мольба? Нет, когда все народы на земле, на всех языках, по-разному произнося имя Бога, молятся Ему, это очень помогает. На этом, друзья, спасибо всем, что писали, общались. Слава Украине, слава ЗСУ. Аминь, аминь. Героям слава. Героям слава. Все религии борются на смерть за свободу Украины. Да, совершенно верно. Абсолютно. Украинцы и сражаются в рядах, гибнут и мусульмане, и христиане, и все национальности, и иудеи, все. Без исключения, извините, если кого-то не назову, и буддисты, и все там есть. Потому что это священная война. На этом, друзья, я свой стрим закончил. Спасибо, что смотрите и поддерживаете, друзья. Так. Слава Украине. И все будет Ичкерия. Да, Алмула. Шаядык дикхир душун. Ночи хамдинаду Ичкерия. Йолшью хираю. Dünya lülen kaçsan üngür vatta. Но поймали, я говорю. Адикюэль машуэль. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адикюэль. Завтра увидимся. Да, Алмула.